Лето – это прекрасное время года. Какой же девушке не хочется выглядеть именно в это время года самой красивой и ухоженной? Но как правильно ухаживать за своей кожей и какие средства стоит применять? Обычно умываюсь очищающим гелем, и также очищаю лицо скрабом и увлажняющим кремом. Да, декоративной косметикой пользуюсь, но думаю, это не вредит, наоборот, защищает. Так как летом активность солнечных лучей больше увеличивается. Что ты используешь? Расскажи. Просто умываюсь водой с мылой. И все. Только крем увлажняющий, и все. У меня есть лосьоны, мази всякие. А декоративную косметику летом стоит использовать? Как думаешь? Я сама не использую. Вообще не красишься, да? А ты красишься? Нет. Это портит кожу, во-первых, и потом, если... А зачем летом краситься? Все равно же все-таки тушь потечет и так далее. Я не думаю, что это... А пенки для умывания, они обязательно нужны. Кожа должна быть чистой всегда. Скраб, маски тоже, лифтинг маски, крема ночные. Я не использую. Собственно, и никак и не ухаживаю за ней водой просто и все. Итак, в первую очередь кожу необходимо защищать от солнечных лучей. Для этого необходимо использовать солнцезащитные крема с SPF не менее 30, а лучше 50. Об этом нам рассказала косметолог клиники Лето Екатерина Бабаева. По словам эксперта, термин SPF показывает, сколько ультрафиолетового излучения вы можете получить без риска ожогов с данным солнцезащитным средством. То есть SPF характеризует не время, а увеличение устойчивости кожи к ожогам. SPF 50 означает, что вы можете выдержать без риска порцию ультрафиолета в 50 раз больше, чем без него. Следует использовать кремы солнцезащитные с SPF не менее 30, а лучше 50. Не рекомендуется на солнце пребывать более 30 минут на открытом на солнце, так как может возникнуть пигментация. Это может спровоцировать возникновение множественных родинок и вообще пагубно повлиять на нашу кожу. Для увлажнения кожи косметолог рекомендует использовать термальную воду. Ее можно приобрести в любой аптеке. Также, по мнению Екатерины, людям с белой кожей и наличием родинок надо быть вдвойне осторожными на солнце, поскольку она подвержена онкологическим заболеваниям. Если ваша кожа страдает от проблем акне, можно воспользоваться чисткой лица в косметологическом центре, но после процедуры желательно не попадать под прямые солнечные лучи и возвращаться домой на машине. Из-за ветра, солнца и пыли вся чистка может пойти на смарку. И желательно хотя бы сутки после чистки лица сидеть дома и выполнять рекомендации специалиста. Если вы не хотите подвергать свою кожу чистке в косметологическом центре, то можете ухаживать за ней в домашних условиях. В домашних условиях в летнее время вы можете приобрести в любой аптеке цветы ромашки, заварить их водой, остудить и использовать контейнеры для льда, залить их туда, залить нашу получившуюся жидкость, остудить в холодильнике и затем кусочками льда протирать. Это поможет для нормализации тонуса кожи, для охлаждения, и кожа очень любит вообще ромашку, это также снимет какие-то либо воспаления, воспалительные элементы. Девушкам, которые не могут отказаться от декоративной косметики, специалист рекомендует использовать более легкие тональные средства. В летнее время лучше всего использовать более легкие, допустим, тональные средства. Лучше всего использовать пудру, можно пудру с SPF, желательно. И желательно использовать именно легкой текстуры, то есть чтобы от жары не закупоривались поры, не было излишнего потоотделения. Итак, дорогие девушки, чтобы выглядеть ухоженной и красивой летом, нужно соблюдать 3 важных правила. Первое – это защищать свою кожу от ультрафиолетовых лучей, увлажнять ее и не пользоваться излишней декоративной косметикой. Дорогие девушки, клиника Лето
желает вам быть всегда красивыми и ухоженными не только в летнее время, но и круглый год. Желаем вам отличного настроения, так как от настроения зависит и ваша красота.